Я был и в прошлом году на первом, и сегодня второй форум отличается коренным образом от того, что было год тому назад. Во-первых, составом участников, во-вторых, высоким уровнем присутствия руководства Молдовы, не считая зарубежных гостей, много было послов. И главное, я могу сказать, по линии Российской Федерации, очень большая делегация Санкт-Петербурга во главе вице-губернатором. И как раз начинается скоро после обеда круглый стол. Он привез 24 человека, из них 8, кажется, только из культурной среды. Остальные все люди, связанные с бизнесом. Люди, которые готовы уже не первый год, работая, развивая контакты между регионами, то есть между Гагаузией и Санкт-Петербургом, готовы инвестировать, готовы принимать решения или изучать проекты, которые предлагаете. Во-вторых, большая делегация Татарстана во главе замминистром промышленности и торговли. Они тоже будут активное участие принимать, и я полагаю, те намерения, которые были в прошлом году подписаны, сейчас как раз активно реализуются. Здесь большие интересные проекты не только гуманитарного характера, а больше сейчас сельскохозяйственного и промышленного характера. Вчера представители нашего одного очень уважаемого университета ИТМО, так называемого, привезли презентацию геля, который позволит уменьшать последствия от засухи. Поэтому я думаю, что для такого сельскохозяйственного, в частности, региона, как Гагаузия, это будет, наверное, очень интересно. Поэтому будет отдельно на панельной сессии уже доклады. Кроме всего прочего, мы с вами с Республикой Гагаузия обмениваемся еще и в части поддержки малого и среднего бизнеса. Потому что я считаю, что сегодня заниматься предпринимательством – это вообще-то героизм. Многие очень считают, что они могут этим заниматься, но вот когда доходит дело до дела, то оказывается, что очень много трудностей. Так вот, здесь у нас существует еще и абсолютно неформально установившиеся связи между нашим малым и средним бизнесом, который приезжает как от Гагаузии к нам в Санкт-Петербург, так и наоборот из Санкт-Петербурга в Гагаузию. Кроме всего прочего, у нас есть такая площадка, которая называется Центр импортозамещения и локализации. Она была открыта в сентябре прошлого года, то есть уже чуть больше года работает. Так вот, в частности, значит, на этой площадке были представлены товары и предприятия из Гагаузии. И там, кстати, между прочим, была биржа контактов, и я знаю, что были определенные, заключены хотя бы предварительные, но тем не менее соглашения о поставке тех или иных товаров. Происходит определенное разблокирование со стороны, значит, поставки винной продукции непосредственно в нашу страну, и в частности в Санкт-Петербург. Это тоже очень интересно. Почему? Потому что, давайте откровенно скажем, что молдавские вина всегда пользовались заслуженной популярностью. И самое главное сейчас, вы знаете, наверное, тот момент, когда ваши виноделы, и завтра вот мы, когда будем на празднике вина, в том числе поймем, они стали производить конкретно как сказать, в этом плане-то, наверное, очень хорошие, качественные вина, которые ничуть не хуже, чем те же европейские вина. Это тоже тяжелая ниша, которую нужно завоевывать, естественно, но мы будем помогать обязательно нашим партнерам. И более того, существует определенная программа. Вот, как я уже сказал, завтра она будет обсуждаться, к чему мы подошли с успехами, где мы отстаем. И самое главное, что завтра мы будем закладывать еще определенный фундамент на будущее. То есть мы будем обсуждать. Есть, более того, предложение у гагаузского бизнеса с тем, что еще нужно сделать для того, чтобы он попал к нам на рынок. Хотел бы даже, наверное, вот следующее еще добавить. У нас есть такой амбициозный проект, который называется «Санкт-Петербург. Центр индустрии моды». Так вот, ваши предприниматели, которые сегодня представляют здесь трикотажную продукцию, нас тоже очень интересует, в том числе с их модными тканями, с их модной одеждой. И мы на сегодняшний день не просто ведем работу, а готовы представлять определенные площади для не только демонстрации, но и продажи этих изделий.